спастись. Я продолжаю с тобой слежение. Сводит с ума твои движения. Отвлекись, не смотри по сторонам. Хватит счастья ждать, ведь я к твоим ногам. Ты же слышала о том, что вселенная постоянно расширяется. Так знать, что это все от того, что моя любовь не помещается. Так что как ни крути, тебе не спастись. А как мигун, как микробор, танцуй, как микробор. А как мигун, как микробор, поцелуй меня разочек. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Летний эфир». И в нашей студии сегодня не зря такое большое количество ярких, жизнерадостных и счастливых детей. Ведь сегодня их день. Сегодня 1 июня – Международный день защиты детей. Именно этому празднику мы посвящаем наш эфир. Поехали! Праздник, посвященный Дню защиты детей, отмечается 1 июня. И этот праздник один из самых старых среди тех, что носит международный характер. История возникновения праздника берет начало с 1949 года, когда в Париже на женском конгрессе был поднят вопрос о защите всех обездоленных деток. И уже в следующем 1950 году, в день 1 июня, впервые был проведен этот праздник. Существует символ Международного дня защиты детей. Это флаг, изображающий на зеленом фоне символ планеты, и 5 разноцветных фигурок по ее окружности. Зеленый фон символизирует плодородие, рост и гармонию. Планета – общий дом для всех детей, а разноцветные фигурки – терпимость и разнообразие. Сегодня День защиты детей отмечается в более чем 30 государствах мира. У многих стран есть свои традиции проведения данного праздника. Так, например, День детей в Испании проходит 5 января, и на самом деле это религиозный праздник. В переводе с испанского означает «праздник короля магии». День детей в Бразилии отмечается 15 августа, и этот день также является национальным днем борьбы с эпидемиями. Поэтому ежегодно в этот праздник врачи осматривают детей. Кроме того, малышам ставят прививки. Япония отличается тем, что в этой стране у детей целых 3 праздника. Праздник девочек проходит 3 марта и отмечается выставкой кукол в кимоно. Праздник мальчиков приходится на 5 мая. На дверь дома вешают флаг с изображением карпа, который символизирует силу и смелость. Третий праздник отмечают 15 ноября. Это день всех детей, который называется 7-5-3, обозначающий самый счастливый возраст ребенка. В Корее праздник отмечают с 1923 года. Вначале он считался праздником мальчиков. Отмечается каждый год 5 мая и признан общественным праздником. В этот день малыши получают долгожданные подарки от родителей и наряжаются в национальные костюмы, чтобы молодое поколение не забывало свои традиции и культуру страны. В Швеции, как и в Японии, у девочек и мальчиков разные праздники. Девочки в свой день наряжаются в костюм богини в честь Люсии. Мальчики переодеваются в лангустов. Жители Швеции верят, что костюм лангуста подарит мальчику смелость и выносливость.
В Западной Африке в честь Дня детей проходит карнавал и длится целый месяц. В это время все проблемы, связанные с трудными условиями жизни, забываются, чтобы дети могли порадоваться празднику. Дети – это самое ценное, что у нас есть. Поэтому необходимо заботиться о них и делать их жизнь как можно лучше. И праздник 1 июня, День защиты детей, еще раз напоминает нам о том, что веселое и счастливое детство должно быть у каждого ребенка. В нашей студии сегодня присутствует замечательный подростковый коллектив. Это дети, которые любят танцевать, которые радуются жизни, образцово-показательные дети. Давайте знакомиться. Автобус радости. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну и, конечно, бессменный руководитель, заведующий молодежно-подросткового центра «Автобус радости», отличник образования Республики Саха-Якутия Марина Ивановна Степанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Ивановна, ну ваш коллектив знает, наверное, вся республика. А расскажите, как давно вы появились, какова была идея создания? Я знаю, что вы прям фанат своего дела и за свой коллектив готовы рассказывать часами. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Во-первых, я хочу поздравить всех наших детей, всех детей нашей республики и не только, с этим замечательным днем. Первым днем лета и, конечно, днем защиты детей. Хочу сказать, что я люблю свою работу, потому что я занимаюсь, наверное, с теми самыми детьми, которые пришли ко мне совсем маленькими. В этом зале присутствуют мои выпускники. Ныне они сейчас уже работают у меня в тренерском составе. И, конечно же, сейчас я занимаюсь своими настоящими детьми. Это наши дети, это малыши, среднее звено, средняя группа и малышня, и, конечно же, старшая группа. А сколько ребятишек у вас сейчас задействовано в вашем центре? Ну, хочу сказать, что у нас центр, он круглогодичный, поэтому у нас занимается в нашем центре около 200 детей. Это за весь год огромный. И, конечно же, летом на летний проект, летний лагерь попадают только самые лучшие. Это те ребята, которые занимаются более 1 года, более 2 лет уже, да, здесь работают, именно учатся, развиваются. Попадают сюда, ну, около 50 детей мы сейчас уже набрали. И хочу сказать, что создание этого самого, наверное, такого необычного транспорта, вроде бы он обычный, но необычный. И изобретателем именно является наш первый директор детского подросткового центра Перова Валентина Александровна. А откуда такое замечательное название «Автобус радости»? Я помню, когда мы в сентябре, когда мы ездили в Санкт-Петербург, я помню, что когда мы заявку отправили, все удивлялись именно этому названию. Но хочу сказать, что эта преемственность еще была в Новосибирске. Такой был проект «Трамвай желания». А у нас, так как у нас трамваев не было, Валентина Александровна и Наталья Николаевна решили создать автобус, только автобус радости. И вот уже сколько лет вы дарите радость нашим горожанам и гостям нашей республики? Ну, наша программа, она сначала была проектом, летним проектом, когда как бы ребята именно приходили и занимались, кто не занимался как бы ничем, да, летом. Именно, и оно произошло это в 2001 году, а сама я руковожу этим проектом с 2009 года, когда я уже закончила педагогический университет имени Герцена. До этого я еще училась и закончила колледж культуры и искусства, режиссура. Так что вот, ну, такое вот прямо детище, которое у меня попало. Я и сама любила танцевать, но тут режиссура, постановка, все это помогает, и тем более педагогика. Марина, ну, мне кажется, вы так, знаете, с гордостью рассказываете про ваших ребят. А вот у меня такой возник вопрос. Марина Ивановна, у нас впереди целых 3 месяца каникул. У многих родителей возникает вопрос, чем занять своего ребенка. Не у каждого есть возможность уехать в отпуска, допустим, да, уехать за границу, посетить, возможно, многие вот, отправляют детей в платные лагеря. Но я знаю, что у вас активно ведется работа именно на бесплатной основе, дабы у вас была возможность, дорогие телезрители, может быть, сейчас появится возможность задействовать своего ребенка на летний период. Какие направления, какие лагеря, кого можно отправить к вам и с какого возраста? Ну, во-первых, хочу сказать, что мы, как молодежно-подростковый центр «Автобус радости», входим именно в одно наше руководство. Оно является наше учреждение дополнительного образования, детский подростковый центр города Якутска. Вы, наверное, но наше учреждение уже более 50 лет со стажем, да, и хочу сказать, что мы работаем по месту жительства. Поэтому у нас очень всегда было много детей, много ребят, которые знают этот детский центр.
центр. Он был сначала подростковое объединение, сейчас мы переименовались, именно детский подростковый центр. Хочу сказать, что именно в проекте, в этом направлении центр предоставляет именно летний период городские каникулы. Это, конечно же, финансирует у нас управление образования, отдел молодежи. Все это создается условия для наших ребят города. Хочу сказать, что в нашем проекте есть детский педагогический отряд «Здравствуйте», где ребята в желтых футболках работают с детьми на площадках. Также у нас Вы очень... всему этому обучаете? Не мы, а есть еще другие руководители, как мы. Которые обучают ребят? Обучают именно, и они вот свои навыки, также у них лаборатории круглый год, и летом они уже вводят их в практику прямую. Хочу сказать, что очень много проектов, и у нас детский подростковый центр предлагает лето на 5+. Туда входят у нас, ну, конечно же, попадают туда дети группы риска, трамплин проект. Вместе мы работаем с МВД. Это уже более 5 лет у нас такой проект. То есть это более такие экстремальные каникулы, экстремальный, таежный герой называется, всеми любимый. Лига здоровья есть у нас. Тоже мы пропагандируем здоровый образ жизни, создаем условия и ситуацию успеха для проектов социальных, когда дети сами придумывают и участвуют в таких проектах. А с какого возраста можно попасть в ваш центр? Ну, в наш центр вы можете попасть, в наш детский подростковый центр можно попасть с 7 лет. Получается, и до 17 лет. Марина, а подскажите, есть ли сейчас свободные места еще? Ну, сейчас в данное время у нас 80% все заполнены наши проекты, но есть какие-то нюансы да, по месту жительства, по прописке, поэтому можете свободно звонить по телефону 45 00 47, детский подростковый центр. Детский подростковый центр 45 00 47. И, возможно, ребята, дорогие наши телезрители юные, может быть, у вас появится возможность, и вы станете одним из членов вот такой большой команды автобуса радости, да? Итак, а ближайшее мероприятие какое у вас? Ну, буквально вот сейчас у нас прямой эфир закончится, в 1:30 нас будет ожидать автобус. И мы едем прямо вот нашей большой командой. Нас около 50 ребят, и 2 автобуса ждут. И мы едем открывать детские площадки. 2 площадки, потом еще 5 вечера нас забирают на Малую академию, это Тюртюр. И мы сейчас собираемся тоже так же. Итак, ребята едут открывать детские площадки в нашем городе. Ну а мы уходим на короткую рекламу, не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Все самое интересное еще впереди. Ну что ж, мы продолжаем летний эфир. И сегодня мы посвятили наш эфир такому празднику, как 1 июня, Международный день защиты детей. Очень часто дети задают совершенно не детские вопросы. Ну а мы, в свою очередь, решили, просто, наверное, отважились задать один из самых глобальных вопросов. Что же такое любовь? Смотрим. Что такое любовь? Это когда мама, когда ты в садике, это когда любят. Кого любят? Ну, кого угодно. Что такое любовь? Которая любит. Кого любит? Маму и папу. А любовь какая? Покажи ручками. Вот такая? Мама, дедушка любит. Мама дедушку любит когда? Я люблю маму, дедушку. Ты любишь маму и дедушку. А как ты любишь маму и дедушку? Кепка, кепка. А это как? Покажи. Покажи, как это крепко-крепко. Как это? Обняться. Обняться? Мама, я люблю. Кого любишь? Сильно-сильно. Сильно-сильно? Кого любишь? Маму люблю. И поцелую маму. Любовь – это когда люди друг друга любят. А любят как? Сильно. А это как? Всем сердцем. Любовь – это солнышко. Я играю мамой и папой. Вот так. Это любовь.
Любовь это когда встречаются на работе, когда тебя берут на работу, когда ты идешь на остановке и тебя и в автобусе тебя берут на коленки. Давай. Любовь это когда с мамой, с папой очень сильно любят. Маленькую наковальню. Вот такая она детская любовь. Ну что же, а в нашей студии сегодня атмосфера любви, радости и праздничное настроение благодаря молодежному центру «Автобус радости». И рядом со мной сегодня находятся выпускники «Автобуса радости», ну а также это уже тренера. Тренера, которые сейчас воспитывают новое поколение. Это Яна Неустроева и Виктор Федотов. Здравствуйте. Здравствуйте. Яна и Виктор, скажите, вспомните свое первое появление в «Автобусе радости». Когда это было, сколько лет назад и как вы туда попали? Ой, ну, мое первое появление было 7 лет назад. Я пришла в автобус зимой, и я, как все дети, пришла на кастинг, показала все, что я умела, показала все, что я могла. И мой первый день начался в нашем зале в Орленке. Автобус это, ну, как вы знаете, не только танцы, но у нас были еще и утренники. И мое первое выступление было на утреннике, мне дали роль. Мою первую роль я была телефончиком. Телефончиком? Да, телефончиком. И вот так постепенно от маленькой роли уже начали расти репетиции, и уже все. И все, затянул тебя «Автобус радости», да? затянуло. А Виктор как попал? Ну, меня привел мой друг 8 лет назад, и там получилось так, что на следующий день было уже выступление. Я не знаю программу, такой, надо как-то схватывать. И меня сразу отправили туда, и все, вот после этого меня затянуло. Затянуло тут. Да, сразу так сходу. Виктор, вы являетесь педагогом и тренером, а также вы являетесь многократным чемпионом по брейк-дансу. Что вы сейчас активно и пропагандируете среди своих воспитанников, да? Ну, конечно, пропагандируем здоровый образ жизни, потому что это не только как бы вредные привычки, но и правильно моральные качества, ну, такие устои правильные. Стараемся тренироваться почаще, и, конечно, нужно побольше организовывать выезды, выступления, там, участие в различных мероприятиях. Ну, а может быть, расскажете о своих самых ярких достижениях именно ваших ребятишек замечательных? Так, ну, наши девочки, они являются чемпионами международного фестиваля «Без границ». Он проходил у нас в городе Санкт-Петербурге в 2014 году. И также в прошлом году, в 2016, они выезжали на этот же конкурс и заняли у нас 3-е место. Это была уже наша младшая группа. Вот. Также они являются участниками таких конкурсов, как «Ар-квадрат», «Победитель любителей стилей», ну и многое другое. да, в основном республиканские. Самые большие это у нас Петербург. То есть вы активно ездите по различным мероприятиям, да? Стараемся. А насколько сложно организовать такое большое количество детей? Ведь дети у нас разновозрастные, ребята, многие неподготовленные, приходят просто без какой-то там, допустим, даже растяжки и так далее. Как у вас получается? Вы сами еще совершенно молодые, да, тренера, и как у вас получается с этим справляться? Ну, еще, кроме нас, есть еще 3 педагога, у нас очень большая команда. То есть у нас 5 тренеров и наша руководительница Марина Ивановна. И как бы у нас есть много групп, и у нас идет репетиция сначала по группам, есть новички, средняя группа, потом уже более такие продвинутые, и вот они постепенно, поэтапно идут. И у нас сводные репетиции, на больших мероприятиях мы их стараемся как можно чаще стыковать и давать возможность всем выступать. Как часто проходят ваши тренировки? Ведь ребята многие учатся, и, наверное, учебу-то нельзя никак забрасывать, а танец – это такое дело, которое в любом случае нужна практика и тренировки. Как часто посещают ребята тренировки? 3 раза в неделю. Ну, раза 2-3 в неделю. Вот. И там уже индивидуально уже по сменам. Кто-то с утра приходит до учебы, а кто-то после учебы, там, в 3-4 часа.
Так, ну а я хочу сейчас поговорить непосредственно с самими ребятами. Вот здесь я видела очень такая активная девочка, она танцевала, улыбалась, у нее забавная такая прическа. Как тебя зовут? Меня зовут Василина. Я учусь в школе номер 2 города Якутска. И я уже полгода здесь. Ну, я, конечно, люблю друзей, хочу много друзей, общаться. И я здесь училась, ну, как дружить, понимать, помогать других и, ну, с ними, ну, дружить, общаться. Василина, обратите внимание, Василина справилась без единого наводящего вопроса. То есть это настоящая будущая звезда. Я просто спросила, как ее зовут, а она уже ответила. Где она учится, сколько ей лет. Так, а здесь девочки постарше. Как давно ты ходишь в автобус радости? Я уже хожу год. Скоро будет 2 в августе. Что для тебя автобус радости? Это не просто коллектив танцев, это большая дружная семья, где все поддержат, поймут. Поддержат и поймут. То есть у вас поддержка хорошая. А здесь, девочки, как давно посещаете автобус радости? Ну, я, наверное, год уже хожу. Что больше всего нравится? Ну, мне больше всего нравится, когда мы всем коллективом собираемся и репетируем. То есть у нас всегда бывает по сменам. Я первая смена, и мне хочется, чтобы вот как в подготовке, когда мы ходили без границ, у нас очень были веселые подготовки. Почти весь день отдавались репетициям, и это было очень весело, потому что, ну, это для меня как большая, огромная семья. Тут очень много сестер, братьев. Марина Ивановна заменяет мне маму и остальные тренера. Ну вот, все. Ну вот и все. Марина Ивановна, ну раз дети вновь вспомнили про вас, вы являетесь бессменным таким руководителем. Вот насколько всегда нужно быть порой, наверное, жесткой, да? Ведь большое количество детей, возможно, они все равно дети, и они балуются. Я просто видела ваш момент тренировки, и вы достаточно такая жесткая. Обратите внимание, дети смеются. Значит, все-таки я говорю правду, да? То есть вы их так вот держите прям в ежовых рукавицах. Это черта вашего характера или это вот именно такой педагогический ход? Ну, скорее всего, как бы, вы все знаете, что все-таки, да, управлять таким большим коллективом это непросто. Ну и, во-первых, я являюсь самым, вот как вы уже сказали, бессменным, потому что я здесь работаю уже, ну, 10 лет, и из них 8 уже руковожу именно я, и сделали мы этот проект круглогодичным, когда как он был только 2 месяца. Ну, естественно, я сейчас не одна, да, сама руковожу, еще есть, это мои уже коллеги являются, да, вот уже было сказано, Валентина Заболоцкая, она тренирует гимнастические элементы, потому что она является гимнасткой, закончила. Яна Руслановна у нас еще журналистику ведет, мы пробуем себя, мы всегда готовы открыть что-то новое для нас. У нас парни, 3 мальчика есть, также они действующие чемпионы по брейк-дансу, это Виктор, Василий и Нюргун. Ну, хочу сказать, что, ну, наверное, по сути, по характеру, да, я очень позитивный, хороший человек на самом деле. Мы не сомневаемся, потому что вас воспитанники ваши любят. Итак, время нашего эфира, к сожалению, уже подходит к концу. Я хочу в этот праздничный день дать возможность вашим воспитанникам еще раз показать свои таланты. Прошу. That meal walking, dollar bills talking, popping pills often. That's how she live. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Итак, ну что ж, на этом время нашего
нашего эфира подходит к концу. Ну а в нашей студии сегодня большое количество шариков. Дарите шарики без повода, чтобы удивлять и радовать ваших близких. Поздравляем всех ребятишек наших республики с праздником! С Днем детей!